После объявления широкомасштабной кампании против волков прошел уже почти месяц. За эти дни сформированные охотничьи бригады вместе с кадровыми охотниками, по официальным данным, уничтожили 164 хищника. Наибольшее количество волков добыто в Оленёкском районе – 24, в Верхоянском, Алданском, Мирнинском и в горных районах. Результат пока более-менее нормальный. Создано более 100 бригад по всей республике, задействовано где-то около 600 охотников. Вышло распоряжение правительства о дополнительном финансировании, и вот эти деньги будут сейчас выделяться тем хозяйствам и пользователям на угодья и специальным бригадам, которые занимаются на угодья в общее пользование. По примерным подсчетам, всего на территории Якутии в настоящее время обитает более 2500 волков. Наиболее действенным методом уничтожения волков является авиаотстрел. Сейчас готовятся схемы и маршруты проведения воздушного отстрела. Первые вылеты запланированы на конец февраля, в начале марта. В первую очередь будет произведен авиаотстрел в Кобяйском, в Тампонском, в Момском районах, в Нерюнгринском районе. Но несмотря на проводимые меры, ситуация с волками остается напряженной. Буквально на днях в самом большом оленеводческом хозяйстве республики за одну ночь по вине серых пало более 60 оленей. Хитрые хищники загнали копытных на отвесный обрыв, с которого часть стада и упала на камни. Уже в январе от травежа волками мы не досчитали свыше 160 голов оленей уже вместе с частными. А уже вот за февраль, боюсь, не досчитаемся еще столько же оленей. Вот только за один разгон в одном стадии только мы не досчитались почти 60 голов оленей. С начала трехмесячника на территории Губ-Сибян не добыто ни одного волка. Хищник становится умнее. В места пребывания волков было поставлено более 100 петель и капканов, но все ничего не поймали. Руководитель хозяйства предлагает вернуться к крайне запрещенному, весьма эффективному ядохимикату фторацетату бария, который в 1000 раз эффективнее применяемого ныне аделина. Препарат для усыпления собак вообще это, который внутривенно дают, а мы используем как бы вовнутрь. Да, действует, но он, как говорится, в несколько тысяч раз слабее яда фторацетата бария, который был очень эффективен. Информация о наличии хищников на территории выпаса оленей и лошадей еженедельно собирается в республиканском штабе по борьбе с волками. В этом году штаб заседал уже 4 раза. Для дальнейшего стимулирования охотников-волчатников штаб рекомендует администрациям улусов и наследников дополнительно премировать охотников. Виталий Абрамов, Николай Необутов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.